все, ребята, счастливо. Спасибо за гостеприимство. Вы большие молодцы. Очень крутые. То, что у вас 5 детишек, это тоже такая вот дружная, большая, веселая семья. Очень рад был к вам заехать в гости. И прям долго не мог уехать. Сейчас все, час дня, надо в монастырь, уже почти 1:30. К 2 я приеду в монастырь Шулдан. Мне просто сказали, что он очень интересное и красивое место, и больше я ничего о нем не знаю. Поэтому сейчас по факту будем разбираться. Немного проехал, навигатор там какой-то грунтовой дороги вел, но мне Илья сказал, что дороги нормально нету, лучше вот здесь у забора остановиться. И вот видите, прям вот он светится. Прикольно. Он мне сказал, что будет как бы, ну, крыша этого монастыря светиться. Вот сейчас как-то нужно туда дорогу найти пешую. Я нашел спутницу, но она сниматься не хочет, поэтому я вам не покажу ее. Но зато мы весело сейчас вместе пойдем искать тропу. А еще только что у меня чуть сердце не остановилось. Пока я там летал, снимал монастырь, дрон зацепился за дерево. И вот так жестко болтануло, что я уже с ним простился. Я думал, сейчас все. Буду наблюдать, как он летит вниз, и это будет последний кадр, который на него снят. Но он, красавчик, удержался. И это неплохая проверка качества. Первый раз я так вот столкнулся с ветвями и, в принципе, держит. Тут овцы пасутся. Они разводят, по-моему, овец. Я где-то читал. Немного не туда свернули. Надо нам вот здесь. Хотя там тоже можно, по идее. Но сказали, что вот это место интересней. Оказывается, можно проехать сюда. А, красавчик. О, нет. Я же говорю, дальше вообще жестко. Ну, рисковый, конечно. Да, прикольно так подниматься, потом оборачиваешься, и виды открываются. Дальше дороги тогда тут нормально нету. Как он, интересно, хотел. Ну, навигатор ее показывает. Я тоже по ней чуть не поехал, но мне хорошо потом сказали, что не надо. Она вначале ничего, а потом просто кусок скалы. Потихоньку поднимаемся. Вот смотрите, какой вид. Монастырь. Освещается солнце. Мы в тени. Горы прохладненько так. Сначала взмокли, сейчас прохладно. И вот нам, по идее, сейчас как-то вот крюк и туда прийти. Тут уже приходится чванькой. Да, я же говорю, что вот сейчас мы тут, мне кажется, тут тоже люди обходят. Оп. Да, по-моему. Вот мне Илья рассказал, что здесь поляна. Тут еще вот сколько интересного впереди. Вот большая Севастопольская тропа. Вот второй кордон. Пещерный монастырь Челтер-Мармара. Вот он там 3 километра. Но нам, оказывается, вот тропка вот эта вот неприметная в лесу. Вот по ней сейчас мы куда-то интересное место придем. Я уверен. Немного прошлись, и тут, мне кажется, очень красивый вид откроется. О, я такой люблю, да.
Солнышко, держись. Оп-оп. Какое-то подобие тропы тут у нас есть. По ней пойдем. Да, здесь, конечно же, круче идти. 100%. Так, тут уже надо ползком. С крымско-татарского языка перевод «отдающий эхо». Такой вот. Вот сейчас он больше 10 лет, он уже как, ну, тут есть люди, он обжитой, и даже есть паломники, которые сюда приходят, им тут могут дать кров, выделить келью. С нами тут кошка, местный кот. У нас были только шоколадки, он, ну, пончики съел. С удовольствием заточил. Кот или кошка. Такой красавчик. Или красавица. Ладно. Пойдем, может быть, спуск вниз найдем. И надо уже бежать обратно, пока не стемнело. Ты как здесь оказался? Местный, что, он все тропы знает. Сейчас сюда спускались, нас встретил Дмитрий. И вот пригласил в храм. Ну, сам сниматься не захотел, просто провел нас. Говорит, без меня давайте тут такие виды. Вот как жалко, что мы сюда так поздно пришли. Если бы я знал, что здесь, ну, надо завтра, может, вернусь. Вот у нас сейчас будет тропа, которая нам сократит путь просто в разы. Ну все, вышли на вот эту дорогу. В принципе, достаточно долго оказалось, не так быстро все это. Но быстрее, чем мы бы шли там. Итак, мы снова приехали к подножию горы, на которой находится храм. Вот с нами моя сестра Лена и Александр, друг. Вот, решили... Я хочу днем. Мы, конечно, здорово, что туда добрались, но мы добрались в темное время суток и практически ничего не стало
Не видно. Вот знаешь, когда работаешь, когда кто-то рядом, да. Козочка нас встречает. Вот тут вас двое, да. Привет, козочки. Ну, как от вас пахнет. Козлятинкой. И я смогла спокойно дойти. Думаю, блин. Видите, у вас сопровождающие? Ну, смотрите, Да, как. они нас тут сюда загнали. А, загнали? Конечно, мы идем такие, думаю, Класс. может не идти, они такие раз, Нет, идите. как вышли и говорят, не-не, все. Это Такой запах. ходящие бесплатно. Дальше будем договариваться. А, это две девочки, да? Ага. Возможно, мама и дочка. Проводники наши. Козочки. Тихо, осторожно. Запомнили как? Тут поскользнуться можно. Да. Ну вот козочки только что показали. Козочки-то они сноровисти надо. О, атропата, вот. А, это мы немножко в стороне прошли. Не, ну мы козьи. Козьими тропами, да? Повел как по такой тропинке. Дождь пошел, ветер такой холодный. Прям где-то близко к ледяному. Ну что, спускаемся потихоньку. Здесь надо аккуратно. Внизу туалет. Здесь, видимо, хранилище припасов, может быть. Сложно сказать. Здравствуйте. Кися, и ты нас встречаешь. Привет. Привет, привет. Тут кошки вон это бегают. Две штуки. Местная система отопления. Ага. Котята. Ну вот будем вас снимать. Все-таки Дмитрий сказал, что можно снимать самим на камеру, но именно как я хотел, чтобы из храма мне кто-нибудь что-то рассказал, сам показал, провел экскурсию, если это так можно назвать. Так, увы, не получится. Ну сколько вас много? Я думал, тут сколько? Тут одна, две, уже трое. Да, одинаковые все. Кто ваша мама, ребятки? Свечки зажигаются. Ну подожгем так, наверное, нет. Спросите. У них ведь что горает одна свечка. О, отлично, Лена, умничка. Только, Игорь, знаешь, надо знать, куда ставить и за что. Вот это, например, погребальная. Это замерзших. Я от нее зажгла. Тут за сюдиной поставлю. Бог сказал, это должны видеть люди. Мы помолились, и говорит, надо вешать. Да. Я прошел. Выключи камеру, сюда не снимай. Да. Все, тут без камеры. Спасибо этому уникальному месту. Я очень рад, что попал сюда даже дважды. Тем, кто будет в Крыму, очень рекомендую. Монастырь Шулдан легко находится в навигаторе. Прийти сюда в гости, я принес угощений. Ну, мне кажется, нежелательно с пустыми руками приходить. Что-нибудь вкусного. Вот, и здесь очень хорошо встречают хозяева. И, сами почувствуйте, какая здесь особая энергетика.
Ребята, вы нас провожаете? Как забавно. Сюда козочки нас вели. А обратно котята провожает. Ну, спасибо вам. Спасибо. Нам очень приятно. Очень льстит ваше внимание. Ну что, сестренка, наконец-то прощаться будем? Ну Да? давай дойдем до машины. Я уже, да. Ну, сейчас я на камеру, потом там. Вот. Всё, побывали в хорошем месте, мне там понравилось. Вот. В Новый год приедешь, да? Постараемся. Может быть, постараемся. Поэтому вот. Помаши. Приезжайте еще. Да. Народ наоборот будет пугаться, наверное, там это прилег. Кто-то сидит, да. Вот так вот я оставляю машины на несколько часов Ты под наводки горами. даешь. Но это первый и последний раз. Больше такого не повторится. Вот она моя рассеянность. Ну ничего, у меня такой первый раз реально. Поэтому первый и последний. Все, с ребятами попрощался. Сейчас думаю либо в ту сторону, либо в ту. Но, скорее всего, в ту, на побережье. Потому что надо бы до Сочи доехать в субботу. Такой план. Чтобы это сделать, надо сейчас до Гурзуфа я хочу добраться. Заночевать на той стоянке, которая у меня, которую я уже знаю. Мы там с ребятами были. Там, в принципе, ну такая закрытая от ветра, если ветер будет. Нормально. С утра встать, позавтракать, да поехать. Пораньше. Вот сейчас пораньше лечь, пораньше встать. И завтра бы хорошо бы по-светлому так прокатиться. До куда-нибудь до Анапы добраться бы. Да, самая моя любимая ночная дорога. Дождь. Ну, здесь вот сейчас я поснимаю кусочек, где освещено. Она еще и в основном не освещенная дорога. Я вроде как отъехал от Севастополя, но так как я заехал за водой в сторону Гурзуфа, мне, чтобы выехать на набережную, он опять меня привез в Севастополь, навигатор. Сейчас я вот через Балаклаву и так далее еду, потом по побережью поеду. Видите, как темно, вот много где на трассе, здесь темные участки, прям вообще ничего не видно. Ладно, дорогу снимать мне сейчас, в общем, лень. Встретимся на месте. Все, доехал до поляны. Дождь идет, думаю, переждать, пока посидеть, потому что мне, чтобы ложиться, нужно вещи там потаскать, поукладывать под машину часть вещей. Может, кончится скоро, посижу пока. Погода сегодня холодная, конечно, такая. Поэтому посмотрим, во сколько я проснусь от холода. Через сколько часов. Сейчас, короче, уже 1:30. Ну все, спокойной ночи. Тейк.